Dedik dual maseri so mausa rahmatu sa profesi doktor olšegio. So heta či asr olš خيج بورج ويمخكع بنا يلسخن يرتاح حلقنا وصا ويتصح الشغل عند عبول بلي سير دون دا لوري ديش الانستوت يقديش ويت اعلى يعال شويوش سير والله هتا دون خو آلين سوسا لتوا اول بچ حلقيا سير لتوسكي متاح بيلنسكي انوشتيت وشو انوشتيت عبيدتين تشاقياح ناس يتشاقياح نشوف ياح لوري اول بالغش بيش خيرورجي اول حوش ورثة أما يسألوني بأخبار الله إجاريش إبارم بوش كو إنجلس مارك سيابالا نستليرسا إتياخشو حالخ كمارك سيابال شو تيح دقان يلا لي كامبريدج ونيرستيت يح إنجلس مات عامر عالشو يوش ديشا دي درسا طول تيح إقاتشن بوش هاد إنجلس مات خيال إنجلس متقدر مش عيلي درسا أكثر دوش علاح Als deastul băceach Europie, care măgin unește tkhlea'a, ومخكع لار باق بأر والي يخاء مدينة خلات قيمة سيت إقدام لوش تشاق ولادي درسا هت عدونا سيلوري كورمة الألسم يقش غير مدينة ستودنت شنا سيلوريش كليك شنا حيق مش بيشة وقدين يقاش تحوش وصا كده عديك بس غيرسي ما تعيدو. По специальности в данный момент я врач общего профиля. По окончании медицинского университета в Европе я работал в хирургическом направлении перед тем, как переехать в Великобританию лет 10-11 назад. Я работал врачом в разных частях Англии, начиная с Манчестера, потом переехал на юг Англии работать, в Шотландии, потом в Ливерпуле. И на данный момент нахожусь в области Манчестера и Ливерпуля. К сегодняшнему дню в Великобритании объявлена экстренная ситуация, и место нашей работы меняется по необходимости, так как нас призывают в разные госпиталя в зависимости от меняющей ситуации. Сколько военнахов в Великобритании? В данный момент точное число неизвестно, но я думаю, в порядке 200-300 человек, не больше. К сожалению, на сегодняшний день несколько человек уже заболели. Пару дней назад одного из наших выписали в реанимационном отделении, где он находился в тяжелом состоянии. У этого пациента была подтверждена коронавирусная инфекция теста. Сколько заболевших в Великобритании, я могу сказать, вчерашнему дню, 3 апреля 2020 года, подтвержденные случаи заражения с COVID-19 было в порядке 38 тысяч человек. Но эта цифра показывает число людей, которые были протестированы на этот COVID-19 коронавирус. Стоит отметить, что в данный момент на подтверждение COVID-19 вируса в Великобритании делаются тесты только в исключительных случаях. Это означает, что точное число зараженных этим вирусом должно быть гораздо выше. Но в связи с быстро меняющей ситуацией правительство Великобритании решило увеличить количество тестируемых от порядка 10 тысяч тестов в день, которые наблюдаются на сегодняшний день, до 100 тысяч в день до конца этого месяца. Насчет летальных исходов у нас наблюдается 3605 человек умерло из-за этого COVID-19 коронавируса, включая 684 человек, которых убил этот вирус за вчерашние сутки. Я сделал 2 графических изображения, которые показывают количество смертей в Великобритании, связанных с коронавирусом COVID-19. Вот первый график показывает, что вчера, к 3 апреля, у нас было 3605 смертей, связанных с коронавирусом COVID-19. За последние сутки данные нам еще не поступили. Стоит еще отметить, у нас за 600 человек умерло за прошедшие сутки. Следующий график показывает число смертей,
согласно возрасту. Здесь видно, что к 2 апреля 2020 года было 3302 смертей, из них 1749 было в возрасте 80 лет и выше, 1291 человек от 60 до 79 лет, 233 человека было в возрасте 40 до 59 лет и 26 человек от 20 до 39 лет и 3 человека было ниже 19 лет. И очень трудно сказать в нескольких словах про борьбу, которую эта страна ведет с этим COVID-19 коронавирусом. Если взять общий смысл и сказать в 2 словах, то это главное послание народу, что люди должны оставаться дома. Выйти только, когда это абсолютно необходимо. Для работы, например, врачи или работника транспорта лекарств, полиция и так далее. А тем людям, у которых есть некоторые заболевания, как астма, диабет, сердечные заболевания и так далее, или те, которые за 70 лет, их относят к так называемой уязвимой группе. Этой группе, людям, которые относятся к этой группе, вообще призвали оставаться дома. Очень много волонтерских организаций, чтобы создать группы помощи. Например, молодые ребята, которые доставляют еду домой, тем, которые на самоизоляции. Также наблюдается 2 метра дистанция между людьми и количество магазинов ограничено. Также ограничено количество магазинов, которые открыты. Однако здесь не наблюдается отслеживание контактов тех людей, которые могут быть потенциальными контактами заболевшим вирусом COVID-19. Если, например, меня забрали бы в тяжелом состоянии в больницу, тем людям, с которыми я жил, тесты не сделали бы. Не делают тестов медработникам, которые находятся на передовом фронте, а только в исключительных случаях. Политики тоже ежедневно призывают людей оставаться дома, и они это делают непрерывно. Это в общем черте. Чтобы дать более явную и ясную картину, я мог бы разбить эту борьбу с вирусом в Великобритании на 3 части. Первое – это политическая часть. Сюда можно отнести то, что я сказал до сих пор. Вторая – это экономическая часть. Государство сделало финансовые инъекции в экономику, размеру которым не было прецедента в истории этой страны. Например, английский центральный банк пошел на пожертвования, которые он никогда не делал за 300 лет своего существования. Последняя часть в борьбе этой страны с этим вирусом – это как наш местный Минздрав борется с этим COVID-19 вирусом. И это, я думаю, занимает главную часть борьбы этой страны с этим коронавирусом. Сейчас как здравоохранение Великобритании борется с коронавирусом? Стоит отметить, это самая сильная часть этой тяжелой борьбы. Отметьте, здравоохранение Великобритании является 5-м крупнейшим в мире работодателем. У него 1,7 миллионов штатных рабочих. Годовой бюджет 130 миллиардов фунтов в год. Чтобы понять, под каким стрессом эта система здравоохранения была до того, как появилась пандемия коронавируса, посмотрим, что происходило. Как система старается решить проблему? Они превращают крупнейшие международные центры конференций как здания в полевые госпитали. Вот здесь, например, с Лондона один центр конференции они превратили как полевой госпиталь и поставили туда 4000 коек. И уже больные поступают туда, которые проявляют проблемы с дыханием. Как они решают проблему вентиляторов? Опять гонка в мире за вентиляторами. Наша система здравоохранения заключила контракты с Формулой-1, некоторыми индустриями, которые занимаются производителем
самолетов, вот Формула-1 и вот эти индустрии в данный момент делают вентиляторы, переоборудуют свои сооружения и делают вентиляторы. Компания Dyson занимается производством вентиляторов сейчас. Раньше никогда они не производили вентиляторов. Интересно сказать, что ветеринарные вентиляторы, предназначенные для животных, они переделываются сейчас для людей. Rolls-Royce занимается производством вентиляторов. Автомобильная известная компания. Студенты некоторых колледжев или вузов в Оксфорде начали заниматься производством вентиляторов. Это показывает, какого глобального масштаба кризис и как они стараются с этим бороться. Проблема со штатом, нехватка рабочей силы. Система здравоохранения попросила всех бывших сотрудников, как люди пенсионного возраста, вернуться обратно, помочь. И 20 тысяч пришли обратно и работают. И, к сожалению, один врач уже умер от вируса незадолго после того, как вернулся на работу. А докторов на службе они начали передислоцировать по мере необходимости, то есть в горячие точки, в зависимости от ситуации. В основном это все, что делает Великобритания, чтобы побороть этот COVID-19 коронавирус. Хватит ли этого, когда люди все еще умирают? Это еще начало COVID-19 пандемии в этой стране. Финишная черта определяет победителя. Я думаю, что мировой опыт показывает, что самый лучший способ предотвращения распространения этого коронавируса, который мы называем COVID-19, это максимальное снижение контактов между людьми. Поэтому я думаю, что карантин – это самый эффективный метод предотвращения распространения этого нового вируса. И, конечно, самым важным моментом здесь является факт, что карантин у нас дома был объявлен вовремя, в самом начале, по сравнению с некоторыми европейскими странами, которые допустили огромную ошибку и не предприняли меры карантина. Опыт с Италией показывает нам, что Италия сама призывает остальной мир принять меры вовремя, чтобы не допустить ошибки, которые допустила Италия. Поэтому я думаю, самое главное – это снизить контакты между людьми к минимуму. И к завершению, какой бы совет я мог дать для профилактики с этим вирусом? Опять-таки, я хочу обозначить главное. На данный момент самым эффективным способом является оставаться дома и соблюдать карантин. Можно предпринять меры, чтобы снизить риск к минимуму. Большой акцент я бы поставил на мыть руки со всех сторон в течение 20 секунд с мылом и водой. Антибактериальный гель тоже работает, но вода с мылом достаточно. Второе. Не касаться руками глаз, носа или рта, потому что таким образом вирус может попасть в организм. Касаться лица можно, но только после того, как руки вымыты. И третье. Когда вы кашляете или чихаете, используйте всегда одноразовую салфетку, потом выкиньте ее и вымойте руки. Если нет салфетки под рукой, то используйте изгиб локтя. Вот так. Таким образом вы уменьшаете передачу инфекции. Берегите себя и других. Спасибо за внимание. Баркалла.